По словам авторов законопроекта под названием «Борьба с иностранной пропагандой и дезинформацией», он усилит возможности США по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации и поможет другим странам защищаться от манипулирования из-за рубежа. По мнению сенатора Портмана, США не прилагают достаточных усилий для противодействия дестабилизирующей зарубежной пропаганде и дезинформации из таких стран, как Россия и Китай. Эти страны тратят огромные суммы на современное телевещание и цифровые медиа, пропагандистские кампании, финансирование иностранных политических движений и другие способы влияния на население. По словам сенатора, размер бюджетов «Голоса Америки» и «Радио Свобода», финансируемых Конгрессом США, не идет ни в какое сравнение с суммами, потраченными на Russia Today, финансируемый Кремлем спутниковый канал, и CCTV, кабельное телевидение правительства Китая. Портман добавил, что американское иновещание должно быть реструктуризировано. Это удивительно, но в настоящее время нет отдельной организации в структуре правительства Соединенных Штатов, которая на национальном уровне занималась бы развитием, интеграцией и синхронизацией комплексной правительственной стратегии по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. С ним согласен сенатор Крис Мерфи. Наш законопроект предлагает прибегнуть к стратегии зонтика, объединив различные ведомства для разработки координированной стратегии. В рамках законопроекта предлагается создать Центр информационного анализа и реагирования, который будет координировать все усилия США по борьбе с пропагандой.